Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. Главные события понедельника. Развитие банковской инфраструктуры. От слаженности вашей работы и условия труда зависит качество обслуживания населения и предприятий. В районе имени Путина открыли финансовый комплекс Национального банка и Росинкасса. Открытие посетил глава региона. Бойцы получают заботу о себе и близких. Максимально Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с Ахмедом Дудаевым по вопросам поддержки участников СВО и их семей. Челябинская делегация в Аргуне. Совместные программы, будущие взаимодействия – это вопрос скорого времени. Подписаны 3 соглашения о сотрудничестве. Вопросы социальной поддержки, трудоустройства вернувшихся контрактников, помощь Фонда «Защитники Отечества». Вопросы социальной защиты бойцов СВО и их близких обсудили сегодня глава региона и вице-премьер Ахмед Дудаев. Поддержка участников спецоперации – ключевой приоритет, и задача власти – окружить заботой тех, кто рискует жизнью ради своей страны. Что уже сделано и какие задачи поставлены в репортаже Турпал-Али Тайсумова. В ходе рабочей встречи Рамзан Кадыров отметил, что деятельность комиссии по специальной военной операции важна и огромна. Заместитель председателя правительства, министр субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал о тесном контакте с членами семей бойцов, участников СВО. Созданы общие чаты, в которых оперативно решаются их всевозможные вопросы. Это направление образования для детей, здравоохранение и другие. Бесполболдан, Кратседон, комиссиядон, СВОдан, мобабешудасна, насдан, общезакальбойчун, не улхашку, сталойчундасдан, худу нахшеш больше метабус, шевик болбаш будет исправить направление Кратседозда. Ларме мехдарамдан аждерес ху ханкарен ушкетерн даима СВОда лочбол вайвежди церц абол. Тахтер дюзуш гергернах царн юш долхма моссо организация министерство ведомство астем внимание хватит. Так в первоочередном порядке теперь милходол вопрос рассмотреть да диез ала хваттин задача так эсбалана айн правительственной комиссию нохчишва. ويا اسوا أحيوك بول أخوي وجري تير جرجر شرتي تير شورنا عطي تير شيتي مسرتي سوازي عدو رألنا أبرتنا سوازي بوك سو تلمون شو مسرت سوازي عوسو إشتا وكميسي دي شوي بو رمضان حجوية جروب شنا تير دقنان وشو عبولش يجي شو عبولش جرجر ناخ دوزول شش участники سو بولش دقو جروب شنا каждый день добьешь болвой Рамзан Ашта. Это группа чухавая республикира духу ведомства представительство. Это знаешь, иду элдол хаттера, да это министерство здравоохранения касательно этого дала больницы был бешен сандар бьешь. Так Адам Мигала Олева министр здравоохранения царь сразу отреагировать до так киол ведомство профильное шавик направление. Чуа группа чуа дольше царца каждый день цацер вопросы тестируют беш болбу комиссия. В своем докладе вице-премьер правительства подчеркнул, что действующая комиссия с момента создания рассмотрела около 1000 вопросов, касающихся социальной поддержки. А еще действуют районные комиссии, где для семей защитников Родины готовы решить любое обращение. Это экономит время и способствует широкому охвату. Все мы знаем, какое внимание вы уделяете вопросам специальной военной операции, в частности, решению проблемных вопросов участников СВО и членов их семей. По вашему распоряжению с 22 декабря 2023 года в республике функционирует комиссия по вопросам специальной поддержки участников специальной военной операции, членов их семей, членов семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В данную комиссию практически входят все министерства, ведомства и муниципальные округа. С апреля 2025 года, Рамзан Мач, вами было поручено мне возглавить эту комиссию. С момента назначения нами проведено 71 заседание. Данная
данной комиссии, из которых в 2026 в текущем году 24 заседания и рассмотрено около 1200 проблемных вопросов участников СВО и членов их семей. В городских муниципальных округах также созданы районные комиссии по разрешению проблемных вопросов семей участников СВО. Вайгуды Рамзамач, воин республиканские общие комиссии, министр, руководитель Шуабуш, Даладо, Гейн, район, Шкаргерч, Карнаган, комиссия, Текач, Цанқи Аттугали, Тацик Шей район, Шкаэц комиссия, филиал Чинахуй Штамик, Дух Шей район, Абола, глава района, район, Каэд, начальник РОВД, прокурор, судья, Шабир, Шуабульша, Вейгинс республиканский, майор групп Шетин, Вейцарик Шей районе, Инах Чубян, напрямую царик общаться дауш. Цикчу я зё цартах, Вейг Хадоч дал вопрос, Гахлах Делахун дальше на местах царь сразу решать то дер. Из-за Деш Багар Холь школе, Абер, Сакет школе, перевод дер, там, вузе, Деш Лахват творишь разные вопросы. На местах сразу решать Деш, его прошлым замач. В республике действует 31 региональная мера поддержки участников СВО. Кроме того, федеральным центром проводится мониторинг по 99 пунктам предоставления мер соцподдержки участников СВО. Рамзамач, царь Деш долгот, аха СВО ахвекш был, вежри цейр, дюзуш царь Деш долна постало, Россия почалка, вен маха ардаюч СВО йолдер, квертидам эстебалатин бу, моссу авар мониторит, федеральный центр, так, фонд защитников Отечества, Министерство обороны, так, региональный штаб Кузаиг, рейтинг, что по всей России, так, царна остал муссир оперативно, качественно до оценивать, тох царь моссу регион, так, регион, Рамзамач, моссу авар, шайл условий, на шайл, внимание, это моссу организации, что я тин, так, халовал, иштбол организовать, дахваттин, хальштун, это на местах, да диштег, дох пумца, дус, соответственно, войхок, чалка, биг позиции, щельша, так, в лидерах по оказанию помощи участникам СВО и членам их семей, в лидерах двое. Подписавшие контракт по истечению срока увольняются со службы. Активно ведется работа по их трудоустройству. Ключевую роль, по словам Ахмеда Дудаева, играет помощь регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, обеспечение жильем всем необходимым, а также транспортом. Огромное количество акций проведено фондом «Защитники Отечества». 2281 человек уволено с военной службы по завершению контракта. Шей контракт, да, шейца полки больше СВО бешботуша, шейца добровольно контракт, контракт расторгнут. И шел почти 2300. Из них 244 человека с инвалидностью. Царага ушашей контрактен хабякин эйшран ушкеда болхит ба царного республики она остала диш. Что такое Рамзамач? 1057 человек из них трудоустроены нами. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова является одним из ключевых структур, обеспечивающих поддержку участников специальной военной операции. На апрель 2026 года фондом оказана финансовая благотворительная помощь на сумму более 3 миллиардов рублей здесь, внутри республики. Кроме того, царях я малоимущие, остро нуждающиеся, семьящие по республике Ацер более 3 миллиардов рублей. Фонду Саадахин жильем обеспечено 60 семей участников СВО Рамзамач. А также филиалом Государственного фонда защитников Отечества в республике осуществляется комплексное сопровождение и всесторонняя поддержка участников СВО и их семей. Фондом проведено 766 мероприятий, 74 из них благотворительные акции, в которых приняло участие 7,5 тысяч участников СВО и членов их семей. Для нуждающихся ветеранов СВО с инвалидностью предоставляются протезы, спортивные коляски, автомобили с ручным управлением. Также проводится адаптация жилых помещений под нужды инвалидов. Всего адаптировано с новейшим оборудованием помещений и придомовых территорий 28. В частности, Министерство здравоохранения Смилха, лечение есть так было, даже вплоть до того, что одна из региональных мер царь нёл зубной протеж, цирк шлечитер, отдельно больничка, шей цирк кабинет, хаелер, моссу авар в первоочередном порядке, что она осталась, что Рамзамач. Принято более 20 тысяч обращений по вопросам льгот, медпомощи, трудоустройства, юридической и психологической поддержки. Из них обработано 19 900. Министерством здравоохранения республики определено 9 профильных медучреждений, оказывающих полный спектр услуг.
открыто 18 кабинетов психологической поддержки. По линии Социального фонда России с ветеранами с начала специальной военной операции выплачиваются соответствующие льготы. По информации Социального фонда России на 10 марта 2026 года ежемесячную денежную выплату получают 60 тысяч ветеранов боевых действий и участников СВО в том числе. С начала 2022 года по настоящее время 41 участник СВО и 72 членов семей участника СВО. Им предоставлены субсидии на покупку, установку газоиспользующего оборудования, проведение работ внутри границ земельных участков на общую сумму более 12 миллионов рублей. 175 человек прошли профессиональное обучение, получили дополнительное профессиональное образование. 50 участников СВО проходят обучение в Высшей школе государственного управления Президентской академии. Произведена денежная компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для почти 700 человек на общую сумму около 10 миллионов рублей. За период с 22 по 25 годы в образовательной организации высшего образования принято на обучение 177 участников СВО и 850 членов семей. Работа межведомственной комиссии по вашему поручению ведется на постоянной основе. В завершение хочу отметить, подчеркнуть, Рамзан Аманович, что все достижения стали возможны благодаря вашей четкой позиции и личному участию, постоянному контролю. Уверяем, мы и дальше будем последовательно укреплять систему поддержки участников СВО, защитников Отечества и их семей, неукоснительно исполняя ваши поручения, ориентируясь на запросы людей и достигая реальных, ощутимых для них результатов. Рамзан Кадыров добавил, что нельзя останавливаться на достигнутых успехах. Работа должна быть усилена. Бойцы ежедневно рискуют жизнью. Их полное обеспечение и есть ключевой приоритет. Максимально цен уйшлон до лато дишто аустишто даслон. И в диках дадо даймекан дон. Уйшена махтош абол яхлог энти буска беш кумулой будон. Цеза беш лакисан личвен яду даслон. Максимально пидон удучит муиле тидон цен дешто вод навосто дадон. Стядон блоба пиздаслон. Насаядон сызардон. Бада дижу даслон. Leon Avočega, koji Republikanski organizacija Avočega don, bol направление don, izđaje iz don, dan budžete Dakar, co je šeger don, avosu da diz, micenatkaru viz da don, odre avosu da don, šlja don, vasara don, razajek don, daru da svoj da sovrama šeš, se interesovan haldiš da don, del do azu da arboj, vočgenčan, odlič don, Razor daardoor staan de dan etoholtje, razor daar laat is holtje, zijn is dok dan, nou was er dus verschillende les dan, is die aandacht iemand in het zo'n kleur dat schmaat is ja die dat zo'n dan is ja dan, maar zeg ja dan, je hoort dat dan, als je ja die daar die moet zeggen. Помощь бойцам и их семьям оказывается регулярно и в самом широком спектре. Отдавая служебный долг родине, бойцы получают в ответ заботу о себе и своих близких. Торпа Лолита Исумов, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с главой избирательной комиссии региона Исмаилом Байхановым. Стороны обсудили подготовку к ключевым выборочным кампаниям осени. 20 сентября жителям предстоит выбрать главу региона, депутатов всех уровней и органов местного самоуправления. О ходе организации голосования в сюжете Лейлы Муртазовой. Осенью в субъекте пройдет ключевое политическое событие – выборы. В связи с этим Рамзан Кадыров встретился с председателем избирательной комиссии Чеченской Республики Умаром Байхановым. Главная тема – готовность к предстоящей кампании. Впереди у нас ответственный период проведения выборов главы Чеченской Республики, депутатов Госдумы и парламента Чеченской Республики, а также муниципальные выборы. Как проходит подготовка к выборам, как себя показал проект «Информ», насколько он эффективен и когда начнут оповещать избирателей по этой системе. Есть ли какие-то трудности? Масштабное голосование пройдет 20 сентября в этом году. Центральное событие – выборы главы Чеченской Республики. Одновременно определят состав Государственной Думы, Республиканского парламента и органов местного самоуправления. Все они пройдут по установленным избирательным системам. У нас серийный день голосования 20 сентября. Я выборшу. В первую очередь, самое важное для республики – это выборы главы Чеченской Республики.
выборы депутатов Госдумы, выборы депутатов парламента и плюс муниципальные выборы. По Госдуме у нас будут избраны 450 депутатов, из них 225 по федеральным спискам, 225 по одномандатным округам. Чеченская республика номер 41 одномандатный округ, где будет избираться один депутат так, на Госдуме. Так, на выборах депутатов парламента у нас 41 депутат должен быть избран. В парламент они пройдут по пропорциональной системе, то есть политические партии выдвинут своих кандидатов и, соответственно, народ их изберет. В прошлом году, 9 октября, закон местным самоуправлением Чеченской республики, а также об образовании муниципальных округов. И в соответствии с этими законами хожервой на муниципальном уровне выбор шлахурю муниципальная округашка, где будут избираться 340 депутатов муниципальных. После назначения выборов, выборы депутатов Госдумы должны быть назначены с 1 июня по 21 июня, а выборы главы Чеченской республики с 11 июня по 21 июня. Выборы парламента тоже с 11 июня по 21 июня. Назначат те еще выборы. После назначения федеральных выборов, единый день голосования 20 сентября, но ЦИК России, если политическая обстановка, если запрос общества будет, обычно на последних выборах у нас, на выборах президента, применялась эта система, а еще в 2021 году на выборах депутатов Госдумы тоже применялось трехдневное голосование. Скорее всего, ЦИК России примет решение, и голосование пройдет в течение 3 дней, 18, 19, 20 сентября. Организацию выборов обеспечит избирательная комиссия субъекта, 20 территориальных и более 500 участковых комиссий. Кроме этого, будут открыты временные участки в больницах, следственном изоляторе и воинских частях. По данным на апрель в регионе зарегистрировано свыше 860 тысяч избирателей. Такой рост отражает демографическую динамику и общую социальную ситуацию в республике. Если сделать анализ численности избирателей, в 2016 году у нас на выборах главы было 675 тысяч избирателей, то в 2021 году у нас было 754 тысяч. На тот период разница избирателей была плюс 80 тысяч. По сравнению с 2021 годом сегодня у нас разница где-то более 112 тысяч избирателей. Это еще раз говорит об эффективности проводимой социально-экономической политики руководством республики. Рамзан Ахматович нахуй они социально-экономической политики бандош, халк денлошту, соответственно, халк денделшна избиратель штекит. Участки для голосования полностью подготовят и оснастят техникой. На части из них установят системы автоматического подсчета бюллетеней. Везде будет работать видеонаблюдение, а контроль за процессом обеспечит Центр общественного наблюдения. Особое внимание уделят информированию избирателей. В республике вновь будет реализован проект «Информ УИК», который предлагает поквартирные и придомовые обходы. Члены участковых комиссий через мобильное приложение расскажут о выборах, порядке голосования, кандидатах и ответят на вопросы граждан. 44 участка будут оснащены автоматический комплекс обработки избирательных бюллетеней. Бюллетень шачу, и результат автоматически выдает. Из 243 участка видеонаблюдение установить. В режиме онлайн-трансляции сети интернет кандидат политические партии контроля участка это дополнительный способ контроля избирательных участков. На 291 участке, где у нас будут установлены видеорегистраторы, тоже будет проводиться видеоконтроль. Важное значение нам имеет еще Центр общественного наблюдения. На базе Общественной палаты Чеченской Республики будет создаваться Центр общественного наблюдения, где будет оборудована видеостена из 8 панелей. И в режиме онлайн-трансляции все желающие, которые заранее подали заявки, могут наблюдать за ходом голосования на этих 243 избирательных участках. И важно за демократичность, легитимность выборов
подтвердить. В рамках информирования впервые в 2024 году на выборах президента используют и проект ТЕР «Информ-УИКЛ». И на этих выборах тоже будет реализован в рамках «Информ-УИКа» 2248 обходчиков у нас планируется мобильное приложение, что полностью нас информировать бишь Йолшил выбор, шутинга был кандидат, шмушку так данныш базе чнисиюация, что так способы голосования каждый этому будет он шолчен стагвайтер, ума билгалдиш кридиш и информует планировать. Всего в Российской Федерации 19 политических партий зарегистрированы. Из них 10 политических партий имеют представительство Чеченской Республики, региональное отделение 10. Но на данный момент на территории Чеченской Республики изъявили желание, и которые имеют хоть какой-то потенциал для участия в выборах. И партию, это коммунистическая партия, ЛДПР, Справедливая Россия, Единая Россия. И партии, которые реально могут участвовать на выборах и реально имеют какую-то политическую силу за собой. Избирательная кампания проводит обучение, обновляет документы и сопровождает организационные процессы. Ведется работа с партиями и СМИ, а также реализуются проекты по правовому просвещению молодежи. Главная цель – это обеспечить прозрачные выборы. 12 января – это первый рабочий день был. Вопрос выборов цигахагич хандуна республика выборшна внимание алсымяла так мусуавар взаимодействие с администрацией Алсхарбу Ахмаду так эпох кечем бештабуешь по этом направлении так запланировать тендахуш обучающий семинар постоянно нормативно-правовая база актуализировать хорошо долго изменение и закон о выборах главы Чеченской Республики и о выборах депутатов парламента, учинить законы, изменения в соответствии с федеральным законодательством, в соответствии привести лишь избирательный бог актуализировать в рамках популяризации выборов и избирательного права. Дахуш мероприятие что ежегодно дахуш ошир причохилацун, дахуш олимпиада по избирательному праву среди старшеклассников. Кушер с Олимпиады первое место бяхна команда. Я подчеркиваю, даляс из Биноя по республике первое место бяхна царь, тем более это очень символично. Он сега хилла кушер хилла и опал значит ассасин гаттам доложить тем не менее это позволило этой команде выступить достойно и занять первое место с Олимпиады. В рамках подготовки к выборам на выборах главы и на выборах депутатов парламента подготовить уже на завершающем этапе брендбукю, материалы информирование в таком формате хрёш. Что бог Даушан Ахматович постоянно выборка. Те внимание йогайте мусуайдал орган подключить максимально информирование его так низ высокая явка ёш выборш да ёлхой да мо кушара кынвай явка низких лез шасинца чопни халялар бен акана гушпо республика гушпо дикрисмуш так диклом шатек гушту что уверен что да мо ахвай что общими усилиями именно хауна лицани хар выборш на достойно высоком уровне без каких-либо нарушений при высокой явке избирателей Дахуриаль. Рамзан Кадыров отметил, что все процессы необходимо держать на заданном высоком уровне, а также сохранять полную готовность к проведению выборов. Да, молодон, нахдон, дивоедон, метегюдон, власти обществодон, таницахдон, аболбадурбаздон, тундедон, сун, доктешузодон, холводон, арабодон, Проглазвади душен элдон. Вайн главный яв гюдерстон нахбахкердон. Мнение адерце мнение хушхадж вайн атахер дудерстон. Когда была бадон вай мидл мерик швац мидл мерик швудерстон.
Don Shemet Tabuats, Don Parlament, Shemet Tabuats, Don Costum, Shemet Tabuats, Municipal Nebelzan, Shemet Tabuats, Don Schwend, Schulz, Don, and Dicker Deston, Hollow, Don Sheharen Bichlon. Если для народа мы устраиваем, то мы можем дальше продолжить, то мы не обещаем золотые горы, да, мы будем делать то, что мы делали. Да. Don abarostet var don, jag abarostet var gazet var don, jag då lishat var det så. Så det don, det stod don var don bak vid budas don. Рамзан Ахматович, Республика Хулшпол, Хитцемш, Дикчаур, Мосо, Гушбуш, особенно в свете последних событий, фантастические сроки, можно сказать, целый союз, Тахватин, аж мой глава республики, Вудак, мой республика, Нех, Бахар, Хал, Туаделла, Мосо, Ауар, Дикчаур, Хитцемш, Вудал, Муах, Халк, Исандик Хитцемш, Биштол, Айдала, Тюна поддержкаешь Эрадел, выбор кажется сложно, это уверенно, постоянно высокая явка избирателя из-за результата деятельности властей Югундача. Хедло дахуша политика, халкан тоштагыч, халка кажется Эраде дать, да, ну ахвай дикчаур, харжам щек бörбу. Да, я объективен, да, это было. Данное мероприятие в субъекте традиционно проходит организованно и с высокой явкой, а жители активно участвуют в голосовании, проявляя свою гражданскую позицию. Лейла Муртазова, Магомед Тутаков при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Инфраструктурный подарок сотрудникам отделения и серьезная инвестиция в экономику региона. Сегодня ввели в эксплуатацию новый комплекс, где разместились ключевые подразделения Центробанка и инкассации. Проект решает сразу несколько задач: от ускорения межбанковских процессов до создания комфортных условий для персонала. На открытии побывал глава региона. Слово Мадине Кураевой. Один из самых перспективных районов столицы имени Владимира Путина. Именно здесь появился новый финансовый комплекс, строительство которого началось осенью 2023 года с закладки памятной капсулы. Торжественное открытие отделения Национального банка по Чеченской Республике посетил Рамзан Кадыров. За всем этим стоит колоссальный труд проектировщиков и строителей, но самое главное – всесторонняя поддержка главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Под его руководством мы строим и развиваем успешную мирную республику. Такой ее хотел видеть наш первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Выражаю искреннюю благодарность руководству республики за действенную поддержку на всех этапах строительства. И также благодарю руководство Банка России за реализацию этого масштабного проекта. Глава региона в своем выступлении отметил труд застройщиков и поблагодарил руководство Центрального банка России. Дорогие друзья, уважаемые гости, поздравляю всех сотрудников Национального банка с новосельем. Вы сегодня приступаете к работе в новом современном офисе, который отвечает всем требованиям комфорта и безопасности. От слаженности вашей работы и условий труда зависит качество обслуживания населения и предприятий, рост бизнеса и благосостояние граждан. Еще раз поздравляю, желаю вам успешной работы и новых достижений. Хотел бы поблагодарить Эльвиру Набиуллину за то, что она приняла решение перевести банк, потому что на том месте мы строили новый район имени Путина. Для нас это большое дело, и для сотрудников банка тоже, я думаю, что будет комфортно, потому что на том объекте работали в таких условиях, которые не должны были работать. Здесь все условия. Всем спасибо еще раз, удачи. Здесь же глава региона наградил почетными грамотами и благодарственными письмами федеральное и региональное руководство банка. Заместитель председателя Банка России Валерий Казарин отметил, что современный комплекс – это вклад в развитие банковской инфраструктуры региона и повышение качества финансовых услуг. Мы сегодня открываем действительно один из самых современных и технологичных объектов Банка России. Для нас этот проект поистине уникальный. Мы в рамках одного объекта, одной инфраструктуры смогли объединить и Банк России, и Росинкасс.
И здесь, конечно, отдельно хочется поблагодарить Рамзана Ахматовича лично и все руководство республики за ту безмерную поддержку, которую они нам оказали в рамках реализации этого проекта. Я считаю, что всем нам вместе удалось реализовать очень хороший проект. Здание красивое, как мне кажется, и уверен, что оно гармонично впишется в архитектурный ансамбль города Грозный. А своим коллегам хочу сказать, что работа – это такое место, где мы проводим значительную часть жизни. Это, по сути, второй дом. Поэтому я вас поздравляю с новосельем и поздравляю, что у Национального банка Республики Чечня новый дом. Спасибо. Особенность объекта – на территории теперь работают подразделения Центробанка и Российского объединения инкассации. Это позволит ускорить процессы обслуживания кредитных организаций и повысить надежность всей системы. Для объединения Росинкасс сегодня непростой день, необычный. Это не просто праздник, это без преувеличения историческая веха. Вдумайтесь в тот факт, что мы впервые за 87 лет со дня образования службы инкассации, мы физически размещаемся на одной территории впервые, под одной крышей с отделением Национальным банком. Это не просто переезд в новые красивые помещения, это начало совершенно новой эпохи нашего партнерства и совершенно новый стандарт работы. По сути, сегодня в Грозном мы запускаем эталонную модель того, как должна работать логистика наличных денег в 21 веке. За счет этой синергии мы существенно экономим государственные средства на поддержание инфраструктуры. Я хочу выразить огромную благодарность руководству Чеченской Республики за поддержку этого проекта, руководству Банка России, а архитекторам и строителям отдельно хочу сказать, что за высочайшее качество работы поблагодарить и сказать, что здание получилось действительно монументальным, красивым и достойным архитектурного облика Грозного. Почетное право перерезать красную ленту было предоставлено главе региона. После ему провели ознакомительную экскурсию. В 2004 году сделал обращение в адрес Центрального банка о необходимости восстановления экономики созданием территориального учреждения Банка России на территории Чеченской Республики. В этом обращении он сделал слова: «Успех развития экономики региона зависит от того, насколько эффективно функционирует банковская система». Эти слова для нас, для банковских работников нашей республики, станут напутствием на пути к цели развития банковской сферы, о поддержке ценного данного учреждения. Здесь просьба у нас книга почетных гостей, сделать первую запись данной книги. Да, Фузер Дюнда, клиентский зонда Юлошулай, первое, Овдуай. Здание самый современный действительно проектировщик, здание полный видно, уникальный проект Анна Мехта, объединение российских инкассаций, Рамзану Кадырову преподнесли памятный подарок – редкую монету, выпущенную Центробанком в ограниченном количестве. Хотели сделать для нас памятный подарок. Это одна из самых крупных монет, выпущенных Центральным банком в ограниченном тираже весом в 1 килограмм из драгоценного металла из серии на тему «Сохрани наш мир». Что золото, 100 рублей. В новом комплексе разместились кассовый узел, технические службы, конференц-зал, спортивные и бытовые помещения. Все создано для того, чтобы финансовая система региона работала еще быстрее, безопаснее и эффективнее. Отдельное внимание музейной экспозиции. В ее фонде около 1000 экспонатов. Редкие банкноты, монеты, исторические документы, банковская техника разных эпох. Среди уникальных экспонатов денежные знаки Северо-Кавказского Эмирата 1919-1920 годов. Это большой подарок и настоящий праздник для сотрудников отделения. Новое современное здание, оснащенное всем необходимым для комфортной и эффективной работы, открывает совершенно новые возможности. Работали в разных условиях. Предыдущее здание тоже было неплохое, но, конечно, не сравнить с этим. Здание очень шикарное, условия очень хорошие, просторные кабинеты, светлые кабинеты, столовая, спортзал, душевые. В общем,
работать просто одно удовольствие будет. Архитектура здания сочетает современные решения и национальные мотивы. В облике комплекса угадываются очертания традиционных войнахских башен, а фасады выполнены из натурального камня и стекла. Его общая площадь 12 тысяч квадратных метров. Мадина Кураева, Маусар Хаджи, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Десятки семей, пострадавших от схода оползней, ждут главного события – возвращения под крышу. Сегодня Рамзан Кадыров лично проверил, как строятся новые кварталы для этих людей. Строительство идет в круглосуточном режиме и вышло уже на финишную прямую. О том, как выглядит стройка, в нашем следующем сюжете. В ходе рабочей поездки в село Новый Биной глава региона подробно ознакомился с ходом возведения жилых домов для семей, пострадавших в результате паводков и оползней. Строительство организовано четко и слаженно. Застройка ведется на новом, безопасном участке, который не подвержен рискам природных катаклизмов. Министр строительства ЖКХ, топлива и энергетики Чеченской Республики Муслим Зайпулаев доложил, что основные этапы уже практически завершены. Руководители субъекта интересуются у Тамады Биновского ТЭПа, как жители Нажаютовского муниципального района отзываются о происходящих позитивных изменениях. Для пострадавших от природных явлений возводятся 143 дома. Депутат Государственной Думы Адам Делимханов рассказал, что за пределами республики многие искренне удивлены такими темпами строительства нового жилья. строитель, мосок, позамелвек, строитель, шевеги, да, лочу. Далдикан спикам был, ишт, фондан аманун, масана дейресел, дал масома дяяту был, дал тахаберки, да, харомш мукул эльш, да, дегдюнитет, что пойдо, листу, что лучше. إذا شادرجي ليه تمسني بيركتي خلر برتع خلر خلق أدم شادرجي حون ريزي دوش طبعا وي ساخل دخيش فلشتو بيرت فما كعوشتو مثلا ده ديك بيخم بقول كده معي توب أنا ضيف سيجن مش آمين السيجن توعد بس أنا نسمع ده توب آمين إيه نوصل زمان الحمد لله الله العمير والتواصل نربع لك وقت إن شاء الله Сейчас на объекте ведутся завершающие работы, укладывается новое дорожное полотно, благоустраивается прилегающая территория. уже завершение двухсотого масяхдина полная доля алмола почему Работы велись круглые сутки, чтобы люди в самое ближайшее время смогли начать новую жизнь в прекрасной обстановке. За рекордно короткие сроки рабочие возвели нуждающимся семьям новые дома. В некоторых уже завершен ремонт. Просторные комнаты создадут уют. От пережитого горя останутся только воспоминания. Строительство нового поселка ведется за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, чтобы ни одна пострадавшая семья не осталась без крова. Турпал, Али Тайсумов, Шамсудит Джабраилов и Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. С начала марта в поликлинике номер 7 города Грозного более 500 паломников уже получили прививку от менингококка перед хаджем в Мекку. По словам специалистов, такие мероприятия необходимы, так как регион, куда направляются верующие, является эпидемически опасным. Отсутствие иммунитета может привести к тяжелым поражениям нервной системы, включая эпилепсию и глухоту. Поэтому врачи используют современную вакцину Минактора, которая показывает высокую эффективность и хорошую переносимость. На сегодняшний
сегодняшний день случаев побочных эффектов или осложнений зафиксировано не было. Мы проводим плановую вакцинацию от менингококковой инфекции. Это пятивалентная конъюгированная вакцина Минактра. Она достаточно новая, не имеет побочных эффектов. И ее проведение для всех желающих, которые хотят провести паломничество, является обязательным. Данная вакцинация проводится только в нашей поликлинике, в Грозном, 7-я поликлиника, адрес Дьякова, 3. Любой желающий может подойти с 9 часов до 2, с понедельника по субботу. Культура, образование, инклюзия. И все это в рамках одного визита. Делегация Челябинской области продолжает знакомство с Чеченской Республикой. 5-й день пребывания гостей в регионе завершился 3 соглашениями муниципального и районного уровня. Подробнее расскажет Рабиат Гайтиева. 5-й день пребывания делегации Челябинской области в Чеченской Республике выдался насыщенным событиями и теплыми встречами. Гости продолжали знакомство с культурой региона, посетив город Аргун и местный дворец культуры. У входа в учреждение для гостей развернули выставку декоративно-прикладного искусства. Юные мастера представили все разнообразие народных промыслов, от тончайшей вязки до живописных полотен. Не первый год уже делегация Челябинской области приезжает сюда, в Чеченскую Республику. И вот каждый раз это такая большая поездка. Вот сегодня мы рады и счастливы быть в Аргуне. Мы здесь первый раз в этом замечательном дворце культуры. Поэтому действительно очень красиво, очень чисто, замечательный яркий музей. Все очень творческие, креативные, но такая вот замечательная, цветущая республика. И мы очень рады всегда сюда приезжать. Свою стартап-идею на выставке представила и Аргунская школа креативных индустрий. Это интерактивная книга для слепых и слабовидящих детей. Это разработка уникального издания, созданное с использованием технологий объемной печати, шрифтом Брайля и сборных конструкций. Школа креативной индустрии открылась в 2024 году. Первый год у нас был адаптационный. Уже со второго года, 25-26 учебный год, наши ученики разрабатывают активно приложения. Уже готово несколько приложений, которые высоко оценили и наше культурное отделение, и вообще во всей России. В частности, в дальнейшем мы планируем разрабатывать дальше приложения. И мы совместно с Челябинским отделением культуры будем вместе работать в плане креативной индустрии. Кроме того, была подготовлена и концертная программа. Артисты чеченской эстрады вышли на сцену и исполнили свои культовые хиты на русском и чеченском языках. Главный лейтмотив каждого выступления – дружба и братство народов нашей большой страны. Но, само собой, главным событием визита стало подписание соглашений о сотрудничестве. Первый документ заключили и Тумкаринский район, и Ашинский муниципальный округ Челябинской области. Стороны договорились о развитии взаимодействия в социальной сфере, образовании и культуре. Прежде всего, оно нужно для нас, для тех, кто открывает для себя прекрасную республику, для тех, кто увидел лишь частично прикоснулся к тем творческим начинаниям, к тому именно культурному слою, который историческому значению наших отношений. И поэтому очень хочется, чтобы эти отношения и взаимодействие продолжалось, потому что культурологический аспект, конечно же, он один из основных. Также сразу 2 соглашения подписало и муниципальное учреждение Управления культуры города Аргун, заключив договоры о сотрудничестве с учреждениями культуры Ашинского и Пластовского муниципальных округов Челябинской области. Мы сегодня очень рады подписывать с вами соглашение с надеждой на добросердечные, добрососедские отношения и мировое сотрудничество. Спасибо. Основные цели соглашения – укрепление деловых контактов, сохранение и развитие этнической и языковой самобытности, а также обогащение культур народов. Стороны договорились о прямых и онлайн-контактах между музыкальными, театральными и хореографическими коллективами. Кроме того, о совместных выставках народных ремесел и участии в фестивалях. Как отмечают участники, потенциал взаимодействия после подписанного соглашения остается высоким. А значит, совместные программы и будущие взаимодействия – это вопрос скорого времени. Рабиат Гайтиева, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика.
В Веденском районе ведется капитальный ремонт моста на дороге Махкиты-Сельментаузен. Старая переправа была ветхой и аварийной, но ее логистическая роль критически важна для связи с райцентром и проезда спецтехники. Новый мост будет надежным и безопасным. О том, как идут работы, расскажет Лейла Муртазова. На втором километре автодороги Махкиты-Сельментаузен кипит работа. Здесь идет капитальный ремонт моста, который будет связывать несколько населенных пунктов с районным центром. Старая переправа построена много лет назад, со временем пришло в ветхое и изношенное состояние. Пользоваться ей становилось небезопасно, отчего мост нуждался в срочном обновлении с учетом его логистической важности для горных районов и экстренных служб. Еще 70-х годах дина духстари тайдары хокшине юрта бол бахар хошна иштонок уйдуовчна боксингаттан бари хинсвен керл эдин чулда وين خسوا داجي خال ايدلجي يتايدا ده هناتسق ويرشا так техник остохолиол шо техник ше грузоподъемности рассчитаны хилишу так ше рассчитаны хилмодез за тан современный стандартно соответствует еще хирду кархинс долтай. Протяженность будущего сооружения составляет 22 метра. Оно позволит обеспечить надежное и безопасное передвижение и устойчивость при стихийных бедствиях. Строительство реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Движение здесь не приостановлено. На время ремонта есть специально подготовленная дорога. Пока мост обновляют, автомобилисты могут спокойно двигаться и добираться до нужной точки. Отметим, что в 2025 году в Веденском районе уже обновлены 2 моста, которые значительно повлияли на развитие дорожной инфраструктуры. Муниципалитет постепенно возвращается к нормальной жизни, устраняя последствия после наводнения. Лейла Муртазова, Шамсуди Джабраилов, Саид Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова передал в автопарк специализированного управления «Сурсат» 6 единиц новой техники. Предприятие пополнилось 3 современными мусоровозами, которые позволяют повысить эффективность санитарной очистки городских улиц. Также «Сурсат» получил 2 микроавтобуса марки «Газель» и грузопассажирские «Газель Фермер». Каждая из этих машин необходима для выполнения повседневных задач предприятия и поможет облегчить непростой труд сотрудников. Скачки в республике – это больше, чем спорт. Это сохранение культурного кода, воспитание молодежи и повод для межрегионального диалога. Очередное тому подтверждение – соревнования в комплексе в войнах в Шали. 5 заездов, призы от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова и участники из разных уголков России. Кто победил на главных стартах, узнаем у нашего корреспондента. Разминка, пробежка, стандартная подготовка к непростым заездам. Спортивный комплекс в войнах города Шали принял скачки на различные призы с участием наездников не только из Чеченской Республики, но и других регионов России. Всего 5 забегов. Первая скачка на приз памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, и победил в ней скакун по кличке Зильбухар. Владелец Зелимхан Висхаджиев отметил, что победа далась непросто, но тем она и приятнее. Участие само в таком призе Ахмата Хаджи Кадырова дала Азат Обулдоль, это уже совершенно другое, это не описать словами. А подготовка велась упорная, очень тщательно готовились. Лошадь у меня тоже сама очень достойная, импортная с Америки привезенная лошадь. Была чемпионом России среди двухлеток. С каждым новым стартом и финишем было все зрелищнее и приятнее. Земля здесь буквально вибрирует от напряжения. Солнце в зените, а зрители поддерживают жокеев. Следующий заезд на приз в честь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Первым оказался скакун по кличке Сафат Амарова. Награждение провел организатор скачек, управляющий отделением социального фонда России по Чеченской Республике Мухаммад Эми Ахмадов. Получает главный приз.
Третья скачка состоялась в честь Дня чеченского языка, четвертый заезд в честь Муаммада Ахмадова, а самая длинная дистанция в 8000 метров была посвящена дню рождения Саид Ахмеда Ахмадова. Для победителей и призеров предусмотрен призовой фонд. Первое место 100 000 рублей, второе 50, третье 25, четвертое 15 и 5000 за участие в соревнованиях. Денежные призы предоставлены региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Турпал Али Тайсумов, Адлан Хусаинов и Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. В Грозненском государственном университете имени Миллионщикова прошел первый этап ежегодного гала-концерта «Студенческая весна-2026». Студенты ведущих вузов региона собрались, чтобы показать свое сценическое мастерство. В качестве жюри были приглашены народные артисты чеченской эстрады. В нескольких номинациях молодые ребята выступили с самыми разными номерами. Участники продемонстрировали эстрадный академический вокал, национальные одиночные, парные эстрадные танцы, а также инструментальное исполнение. И на этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.